Два насыщенных дня, новые деловые соглашения и более 2000 инвестиционных проектов. В рамках второго дня форума состоялся деловой завтрак Министерства по делам Северного Кавказа России с корпорацией развития Северного Кавказа. В нем принял участие и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В формате диалога представители власти и инвесторы обсудили точки сотрудничества, потенциал Каспийского региона для экономики страны, а также возможности партнерства и условия ведения бизнеса в СКФО. Поделились мнениями и о том, что ждет Каспий и какой эффект получит экономика от реализации стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним. Разработаны и меры поддержки для осуществления намеченных планов. Мы здесь имеем три главные составляющие. Это развитие хорошей инфраструктуры, это и дорога, это и складские зоны, и логистические центры, это и производство определенного направления, то, что мы, к примеру, там до сих пор не занимались. Второе – это то, что рост туризма, то, что тоже говорили, это привлечение туристов. Почему? Потому что каждое сопровождение, каждая новая дорога привлекает внимание не только тех, кто работает, не только тех, кто обменивается товарами, но и важно, что люди едут просто отдыхать. И для Кавказа это очень важно. И третье направление – товарооборота. Здесь не столько сами товары, которыми мы будем обмениваться, импорт и экспорт, но и новые возможности, новые направления, которые мы сегодня открываем. Для нас не является секретом с учетом импортозамещения, насколько регион, в том числе Ингушетия, поднялась в собственном производстве. И у нас сегодня есть возможность поставлять, экспортировать свои товары, что мы и делаем, в том числе и страны арабского региона. И Иран не будет исключением, как Исламская республика. И хорошее направление, которое сегодня не только в республиках Северного Кавказа, в том числе в Ростовской области, где довольно серьезно делают упор на халяльное производство. Потому что он имеет уже бренд и имеет хорошую перспективу реализации этих товаров в исламских государствах. Поэтому, конечно, для Кавказа сегодня открыты двери. В рамках форума премьер встретился с главами субъектов, чтобы обсудить финансовое состояние российских регионов. За прошлый год дефицит региональных бюджетов на порядок уменьшился со 170 до 12,5 миллиардов рублей. Это, безусловно, важное позитивное достижение. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы. Привлечение частных инвестиций остается ключевым показателем для нашей работы. В целом на эти цели мы планируем в текущем году направить 20 миллиардов рублей. Но распределение будет осуществляться по известным правилам. Во-первых, с учетом фактических расходов органов государственной власти, субъектов и органов местного самоуправления, которые они несут в связи с выполнением собственных расходных полномочий. То есть по принципу менее обеспеченные регионы должны получать больший объем финансовой поддержки, ну а более обеспеченные регионы, соответственно, меньший. Во-вторых, под обязательство, это будет происходить, руководителей регионов о выполнении целого ряда целевых показателей по развитию экономического потенциала территорий. Они в том числе касаются увеличения доходов, роста инвестиций в основной капитал и количества рабочих мест. Строительство, агропромышленный комплекс, объекты спорта и досуга. Ингушетия на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписала 6 соглашений на общую сумму более 9 миллиардов рублей. В скором времени в регионе будут реализованы такие проекты, как 18-этажный жилой комплекс, оптово-складской логистический комплекс, торгово-развлекательный центр, завод по переработке твердых бытовых отходов, агропромышленный комплекс по производству и переработке мяса, бройлеров мощностью 16,5 тысяч тонн в год, а также многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком. Зарема Ивлоева, Хади Добриева, Новости 24.